Салям алейкум, здравствуйте. В эфире информационный выпуск новостей Хаберлер. В студии для вас работает Асан Абиблаев. Сегодня в нашем выпуске. Сегодня во всей стране отмечают День защитника Отечества. Наши корреспонденты подготовили специальный репортаж о том, как проходят службы наши соотечественники на Черноморском флоте. Это земля, на которой зародился мой народ, где жили мои предки. Это моя земля. И здесь, знаете, я чувствую себя дома. И поэтому я бы хотел служить именно здесь, для своей родины, для своего народа. В этот день, 23 февраля, погиб известный крымско-татарский политик и общественный деятель Номан Челебиджихан. Во всех регионах полуострова проводятся памятные мероприятия. Его чаяния, его идеалы, они были направлены на служение всем людям, которые проживают в Крыму, вне зависимости от национальной и конфессиональной принадлежности. В Керчи началось строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив. Реально глобальная стройка автодорожная на территории Республики Крым. Упрощенный порядок получения документов для депортированных крымчан был поддержан сотрудниками МВД. Я уверен, что вот в ближайшее время мы получим вот тот инструмент, который позволит реабилитированным получать по упрощенной, по отдельной процедуре гражданства Российской Федерации. В Российской Федерации сегодня отмечают День защитника Отечества. В столице Крыма прошел ряд торжественных мероприятий: возложение цветов к вечному огню, выставка военной техники, показательные выступления воинов-черноморцев. Более подробно расскажет наш корреспондент Гульнара Каримова. Утро началось с торжественной церемонии возложения цветов к вечному огню на могиле неизвестного солдата, в котором приняли участие первые лица республики. Гордимся своими вооруженными силами и вообще всеми защитниками. Все мужчины, ну и девушки наши, поскольку показали себя с лучшей стороны во время Крымской весны, все являются защитниками Отечества. В нужное время, надеюсь, такое время не наступит, вооруженные силы России в состоянии обеспечить под командованием президента безопасности Крыма и России в общем. Ну а так, конечно, всемирного неба над головой. Надо пожелать, чтобы все было спокойно, мирно. Мы не знали никогда войны. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Руслан Бальбек сегодняшний день проводит в родном Крыму. Отмечает сегодня особенная дата в истории России и Крыма. Это День защитников Отечества, людей, которые в случае опасности для государства готовы встать на защиту. Дата важная, историческая, и считаю, что именно когда мы начинаем 23 февраля с почитания памяти тех, кто отдал свою жизнь, будучи воином, тех людей, которые готовы были встать под ружье и встали в самый ответственный для страны и Отечества период. Это дата, которая сегодня собирает нас всех вместе вокруг нашей способности защитить наше Отечество. Участники и ветераны войны поздравили всех мужчин с праздником. Служить надо в армии. Я в свое время, как помню, нас в армию, если нас в армию не брали, то это было позорище. Не дай Бог, тебя на комиссии не возьмет. Поэтому, если тебя не взяли на комиссии, так ни одна девчонка с тобой не будет. Это позорище. В армии надо быть, обязательно надо любить и защищать свою родину. 23 февраля отмечается День защитника Отечества во всех городах России, в том числе и в Симферополе. Сейчас мы находимся на выставке военной техники. Дети с большим удовольствием делали фотографии, с любопытством рассматривали боевые машины. Показательные выступления военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации поразили всех гостей мероприятия. В завершении было организовано торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный Дню защитников Отечества. Гульнара Каримова, Эдем Исмаилов, телеканал Милет. Один день из жизни военнослужащих Черноморского флота. Наша съемочная группа отправилась на военный корабль «Азов», чтобы показать вам, как проходит служба у матросов. Давайте посмотрим эксклюзивный сюжет нашего корреспондента Нариман Тарсиновой. Сейчас мы направляемся к большому десантному кораблю, который носит название «Азов». Вот, посмотрите, он уже стоит и нас ждет. Сейчас мы попытаемся показать вам всю его красоту.
В российском флоте, начиная со времен Петра I, было 10 кораблей под названием «Азов», самым известным и прославленным из которых стал линейный корабль постройки 1826 года. Относился он к крупной серии русских парусных кораблей. «Азов» был одним из красивейших кораблей российского флота. Его корпус украшал тонкий резной орнамент. Сегодня военные корабли имеют несколько иной вид – прочная железная конструкция. Кстати, этот корабль был построен в 1989 году в Польской Народной Республике. Это уже 9-й корабль, который носит название «Азов». Ему 28 лет. Назван корабль в честь первого гвардейского русского линейного корабля «Азов», который 20 октября 1827 года в Наваринском сражении вступил в бой с 5 кораблями противника и уничтожил их. Предназначен корабль для высадки и приема морского десанта. Вооружение у этого корабля артиллерийское. На нем стоят носовые, кормовые пушки, а также реактивная система. В 1990 году на нем был поднят военно-морской флаг, и он совершил переход в Балтийск. Первоначально базировался в Балтийске, потом совершил межфлотский переход на Черноморский флот, где по сей день он выполняет свои поставленные задачи. А вот главный командный пост корабля. Именно из этого места происходит управление. Скажем так, мозг всего механизма. В случае тревоги командиры подчиненные занимают свои посты. Визирщик Салим Суфьянов служит уже 9 месяцев. Призыв в армию стал для него неожиданностью. До этого Салим жил обычной жизнью. Педагог-психолог по образованию, он работал в школе, занимаясь индивидуально с детьми. Кардинальная смена обстановки, потому что до этого там, в школе, с детьми, а теперь я здесь солдат, то есть матрос. Сложно было. Для меня было поначалу очень сложно привыкнуть ко всему этому вообще процессу. Я справился, я считаю, что я справился. Говорит, за срок своей службы привык к жизни матроса и теперь думает, что делать по окончанию – связать жизнь с морем или вернуться в школу и продолжить педагогическую деятельность, где ему обещали сохранить место. Кстати, отец Салима тоже служил на Черноморском флоте. Мое заведование – это дальномерная визирная установка, которая нужна для наблюдения целей во время высадки десанта. То есть моя задача по боевой тревоге прибывать сюда, это мой боевой пост, и запускать дальномерное визирное устройство. Оно используется также для артиллерийских стрельб. То есть оно также используется для наблюдения и наведения на цель. А это товарищ Салима, Рустем. Он рулевой большого десантного корабля. К службе относится очень серьезно. На каждый мой вопрос отвечает «так точно». По тревоге Рустем должен занять свой пост и следовать указаниям старшего офицера. В армию парень шел добровольно. Хотел служить именно на Черноморском флоте. Считает, что каждый мужчина должен отдать долг родине и в случае необходимости защитить родную землю. Я хотел целенаправленно служить именно на Черноморском флоте и именно в Крыму. Дело в том, что сам я родился в Азии, и в возрасте 7 лет мы переехали в Крым. Я понимаю, что это земля, на которой зародился мой народ, где жили мои предки. Это моя земля. И здесь, знаете, я чувствую себя дома. И поэтому я бы хотел служить именно здесь, для своей родины, для своего народа. Ради этого он взял академ-отпуск, однако после службы планирует восстановиться, чтобы получить высшее образование. Однако есть и планы связать свою жизнь с флотом. Парень стремится поступить в военную академию, стать офицером. О корабле Рустем рассказывает с большим восхищением. Очень интересно увидеть вообще, что из себя представляет корабельная жизнь, потому что корабль – это огромное устройство, огромный живой механизм, и каждый матрос в нем – это отдельный винтик. От того, как он исполняет свои обязанности, от этого зависит вообще жизнь всего корабля. Он тесно связан, каждый здесь на своем месте, и каждый точно знает, что он должен делать. А это уже сердце нашего большого десантного корабля. На языке военных пост энергетики и живучести. На этом посту стоит Николай. Он приехал служить из Краснодарского края. Мы находимся на бортовом источнике электропитания, в работе дизель-генератор номер 2. Я слежу за частотой, чтобы не нарушалось.
На этом экскурсия для нашей съемочной группы не завершилась. Мы прошли посмотреть кубрики личного состава. Это место, где размещаются матросы. На гражданских судах они называются каютами, а вот на военном корабле каюты у офицеров. А это уже камбус. Так моряки называют кухню. На обед дается полчаса, и каждый сам должен за собой убрать. Вообще на военном корабле очень строго соблюдается дисциплина. Поэтому у нас было не так много времени, чтобы осмотреть все. Да и к тому же все не посмотришь. Дескать, военная тайна. Этот фамильный корабль сегодня гордо носит имя «Азов», в честь того самого известного корабля, который участвовал в Наваринском сражении и был удостоен Георгиевского флага. Кстати, во время Наваринского сражения на борту корабля находился Павел Нахимов, который командовал батареей на линейном корабле. Он был награжден орденом Святого Георгия и переведен в капитан-лейтенанты. Из Севастополя Нариман Тарсинова, Руслан Хохлов, телеканал «Милет». С Днем защитника Отечества поздравляют всех представителей мужской половины страны. Однако защитниками Родины можно называть и женщин. В годы Великой Отечественной войны представительницы прекрасной половины человечества отдали немало сил во имя общей победы. Крымских ветеранов войны поздравили представители национально-культурной автономии татар Крыма «Идель» при поддержке отдела по межнациональным отношениям при городской администрации. Поздравить участников войны именно в День защитника Отечества символично, ведь именно их можно назвать настоящими защитниками своей Родины. Мужество и героизм этих людей восхищают. Мы должны помнить о наших ветеранах не только в день 9 мая, а ежедневно, ежечасно. Стараться вспомнить об их здоровье, об их условиях, понимаете, и помнить о них всегда и везде. Мы выехали в такие семьи, где есть защитники Отечества, для того, чтобы поздравить их, послушать их истории, потому что это очень важно. Важно помнить, чтить и делиться с молодым поколением нашей истории. Наши дети должны помнить, знать и уважать свою историю, потому что без прошлого нет будущего. Зинеп Ибраимова родилась в 1938 году в Ялте. Ей было 3 года, когда началась война. Она со слезами на глазах вспоминает о тех страшных событиях. Один раз мама говорит: Абалам, иди сюда, ты нужна. А у нас были платья, это было летом. Подняли платьюшки и обмотали меня табаком. Завязали, отпустили платьюшки. Тут сестра взяла козу за веревку, и мы пошли в лес пасти козу. Там нас встретила бабаня. Встретила на нас: иди, моя деточка, иди. Подняла платьюшко, развязала от меня этот табак, забрала. Мы еще где-то, наверное, час попасли, вернулись. И так у нас было где-то около месяца. Фикрет Смайлов также принял непосредственное участие в событиях Великой Отечественной войны. За помощь партизанам его семью в 1943 году изгнали из Крыма. В концлагере семья Смайловых находилась около 3 лет. В 1945-м они были освобождены советскими войсками. Однако на этом их страдания не закончились. Когда мы пересекли границу нашей страны, то нам сказали, что мы не едем в Крым, а нас отправлять, весь наш народ был депортирован в Среднюю Азию. И мы с семьей были, вместо Крыма мы попали в депортацию в город Бухару. Сегодня Фикрет Бей проживает в Крыму со своей любимой супругой. Он счастливый отец 2 дочерей и дедушка 5 внуков. Несмотря на сложный жизненный путь, Фикрету Смайлову удалось получить образование. Он почти защитил кандидатскую диссертацию, однако диплома из-за распада СССР так и не получил. Благодаря подвигам, совершенных советскими солдатами в годы Великой Отечественной войны, у нас есть настоящее. Султания Меджид, Ибраим Ганиев, телеканал «Милет». Антеткенмен сёсбергенмен милет чун ольмеге. Эти строки принадлежат Нуману Челебиджихану, великому сыну крымско-татарского народа, автору слов национального гимна «Крымский татар». В этот день, 23 февраля, 99 лет назад, мученической смертью погиб известный крымско-татарский политик и общественный деятель, первый председатель правительства Крымской Народной Республики, организатор Курултая крымско-татарского народа, первый муфтий мусульман Крыма. Во всех регионах полуострова проводятся памятные мероприятия, молебны, литературные вечера, национальная борьба «Куреш». Подробности о деятельности Нумана Челебиджихана расскажет наш корреспондент Алиме Кайбулаева.
Нуман Челебиджихан служил интересам своего народа, поставил целью своей жизни создание в Крыму государства, в котором крымские татары заняли бы достойное место. Он писал: «Наш народ ценит справедливость. Он не из тех, кто печется только о себе, трудится только для собственного блага. Он ценит свободу и демократию. Он в той же степени поддерживает права иных». В марте 1917 года Нуман Челебиджихан был избран главным муфтием Крыма. 1 ноября 1917 года в торжественной обстановке в Бахчисарайском дворце собрался первый Курултай, где Нуман Челебиджихан объявил о создании Народной Республики Крым. Была принята Конституция, а Челебиджихан был избран председателем национального правительства. С марта 2017 года по февраль 2018 года был учрежден музей в Ханском дворце, было открыто высшее учебное заведение имени Менгли Герая, было учреждено училище, где воспитывались учителя, и было сделано других очень много добрых дел. При Нумане Челебиджихане создаются духовное и земельное управление, реформируются национальные учреждения просвещения, активизируется работа провинциальных органов управления, открываются национальные издания. Выходит в свет газета «Миллет. Нация» на крымско-татарском языке и «Голос татар» на русском. Сведений о нем крайне мало, потому что до сих пор некоторые разделы архивов являются закрытыми. Естественно, поиски наши продолжаются. Мы смогли восстановить его часть литературного наследия, хотя уверены, что это далеко не все, что было им написано. Есть портреты его, к сожалению, они тоже очень скудные. Это известные фотографии в день открытия Курултая с Нуманом с Джафером Сейдамедом, где Нуман Челебиджихан отображен. Увы, Нуман Челебиджихан стал жертвой анархо-революционного террора в Крыму. В 19-м, начале 20-х веков идеология анархизма набирает популярность в России. Внедренная с Запада эта идеология была направлена на сияние хаоса в стране. Группы анархистов действовали во всех крупных городах Крыма. Анархисты, выдавая себя за большевиков, организовывали массовые беспорядки. В ночь на 23 февраля Севастополь погрузился в пучину самосудов и жестоких погромов. В севастопольской тюрьме, находившейся под полным контролем матросов-анархистов, содержался в заключении Нуман Челебиджихан, арестованный 26 января 1918 года. Руководитель крымских большевиков Юрий Гавен пытался освободить Челебиджихана, но ночью 23 февраля матросы-анархисты казнили Нумана Челебиджихана, а также и других заключенных. Это была спланированная провокация, ведь зачем большевикам нужно было устранять политического деятеля, который договаривался о союзе с ними? Деятельность Нумана Челебиджихана направлена на служение всем жителям Крыма, на то, чтобы урегулировать отношения, чтобы выстроить взаимоотношения таким образом, чтобы каждый вносил свой посильный вклад в сохранение мира и развитие Крыма. Сегодня мы все глубоко скорбим. Сегодня для каждого из нас особенно актуальны слова Нумана Челебиджихана. В Крыму проживают разные народы, и они представляют собой прекрасный букет из разных цветов, которые не ущемляют друг друга, а только дополняют. Для каждого народа необходимы равные права и условия, ведь нам идти рука об руку. Нуман Челебиджихан был настоящим патриотом своего народа. Его глубокие чувства патриотизма, воспетые в словах стихотворения «Антеткенмен», оказалось для него пророческим. В этом произведении он поклялся умереть ради своего народа. И сегодня каждый крымский татарин может спеть эти строчки, ведь они стали гимном крымско-татарского народа. Алимия Кайбулаева, Эдем Исмаилов, Асан Зивадинов, Энвер Аблезис, телеканал «Миллет». Память великого сына крымско-татарского народа Нумана Челебиджихана сегодня почтили в Евпатории. Жители и гости города провели траурное мероприятие возле мемориальной доски выдающемуся общественному деятелю. Стихотворение «Антеткенмен» «Я поклялся» стало гимном крымских татар и навеки увековечило имя Нумана Челебиджихана. Он был именно тем лидером, в котором так нуждался народ, а его произведения актуальны по сей день.
Национальный имам Евпатории Эскендер Меметов и евпаторийцы почтили память первого председателя правительства Крымской Народной Республики молитвой. Рухна аль-Фатиха. Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Траурное мероприятие было организовано администрацией и управлением межнациональных отношений города. Заместитель главы администрации Евпатории Эльмар Мамбетов отметил, что для такого выдающегося деятеля и политика мало одной памятной доски. На траурном митинге, посвященном памяти Номана Челебиджхана, поступило предложение школу, которая застраивается в микрорайоне Исмаил-Бей, назвать в честь великого просветителя, великого деятеля государственного Номана Челебиджхана. Поэтому это предложение однозначно будет рассмотрено. Мы планируем в этом году уже ввести в эксплуатацию данную школу на 480 мест в микрорайоне Исмаил-Бей. Депутат Евпаторийского городского совета Эльдар Ибрагимов сравнил Номана Челебиджхана с героем тюркских эпосов Кескен-Баши, который всегда приходил на помощь народу в трудные времена. Я считаю, что Номан Челебиджхан является именно тем героем, который приходит в трудные времена к своему народу и спасает его. Трудные времена, которые выпали на долю нашего народа в период депортации. Всегда мы помнили о нашем лидере Номане Челебиджхане, и в сердце с его трудами мы приехали и вернулись в Крым. Мероприятие состоялось на пересечении улиц Хлебная и Интернациональная не случайно. Мемориальная доска Номану Челебиджхану установлена на стене дома, где он жил некоторое время. Этот дом принадлежал мещанину, который занимался торговлей, Сиетапти Капари. У него была дочь Кериме Шерфе, и Номан Челебиджхан как раз женился на Кериме Шерфе в 1912 году по приезде из Турции. Ученики 18-й Крымско-татарской национальной школы прочитали стихотворение Номана Челебиджхана. Айгыды, татар яшлары окумалар. Окусалар кимседен кем калмалар. Истанбулда, Парижде биринчи бола. Японлар да оларга ете алмайлар. На мероприятии присутствовали старейшины города и района. Все они пришли почтить память великого человека. Вот уже 99 лет подряд наш народ чтит память этого героя. Мы каждый год собираемся здесь. Номан Челебиджхан внес большой вклад в развитие нашего народа. Мы берем с него пример. Радует то, что почтить память великого сына крымско-татарского народа пришла и молодежь. Они считают, что деятельность и произведения Номана Челебиджхана актуальны и сегодня. Ведь он призывал быть единым и образованным народом. Номан Челебиджхан – это великий крымско-татарский деятель, и он для нашего народа сделал много чего. И мы всегда должны помнить о нем и вот так вот собираться и отдавать дань памяти этому человеку. Траурный митинг завершился возложением цветов к памятной доске. Айша Шулакова, Руслан Хохлов, телеканал «Миллет». В Керчи началось строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив. В торжественном мероприятии принял участие глава Республики Крым Сергей Аксенов. Там побывала и наш корреспондент Султания Сидакаева. На месте начала стройки заложен большой гранитный камень. Автоподход к мосту, согласно проекту, соединит его с начальной точкой трассы Таврида. Протяженность автоподхода 8,6 километра. Четырехполосная магистраль пройдет через районы Керчи к проливу, что потребует переселения порядка 80 семей из санитарной зоны. 83 семьи будет переселено. Вот сейчас после я еще заеду, то есть посмотрю строительство, как идет ход строительства этих домов. Там отделочные работы внутри уже идут. Так или иначе, то есть как бы сегодня вот все мероприятия, то есть будет выполнен срок. Начало строительных работ на уже непосредственно, ну по сути начинаются сегодня, но на деле там с 1 апреля, по-моему, да, Валерий Вячеславович, вы уже активно приступаете. В полном процессе, коллеги. Главным достоинством автоподхода станут скоростные характеристики. Разогнаться можно будет до 140 км в час. Также он будет оснащен всей необходимой инфраструктурой. Глава Росавтодора Роман Старовойт заявил, что сумма строительства автомобильного подхода составит 7 миллиардов 100 миллионов рублей. Вся магистраль будет соответствовать первой технической категории. Первая техническая категория, это предусматривается разделение потоков. Это будет по 2 полосы в каждую сторону
сторону движения, это осевое барьерное ограждение, это исключение пересечения в одном уровне и наличие светофорных объектов. Главные объекты дорожного строительства – это трасса Таврида и мост через Керченский пролив. Трасса пройдет через весь полуостров – Керчь, Феодосия, Симферополь, Бахчисарай и самая западная точка – Севастополь. А мост будет самым протяженным в России. Его длина составит 19 километров. Открытие движения состоится одновременно с вводом в эксплуатацию мостового перехода через Керченский пролив. В конце 2018 года автомобильный транспорт, а в конце 2019 года железнодорожный транспорт сможет двигаться по этому мосту, который соединит Крым с материковой Россией. Султания Ситакаева, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». Министерство внутренних дел Российской Федерации утвердило упрощенный порядок получения документов для депортированных крымчан. Депутат Госдумы Руслан Бальбек сообщил о том, что законопроект о внесении изменений в статьи 8 и 9 Федерального закона о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации был поддержан. В 2014 году президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о реабилитации репрессированных народов Крыма. После указа и присоединения Крыма к России у крымских татар появилась возможность вернуться в родные края при государственной поддержке. Как известно, получение гражданства – одна из насущных проблем Крыма. Процедура отказа от гражданства той страны, из которой выезжают крымские татары, и получение ими гражданства России обусловлено различными сложностями. Все эти проблемы и трудности неоднократно озвучивались на приеме граждан во время региональной недели у депутата Государственной Думы Руслана Бальбека. Для решения этой проблемы Руслан Бальбек проделал кропотливую работу. Активную поддержку оказывал и глава республики Сергей Аксенов. И вот МВД Российской Федерации согласовало упрощенный порядок получения документов для депортированных крымчан. Было 9 февраля получено согласование от МВД Российской Федерации. Подготовлены ряд законопроектов, поправки, которые увеличивают круг лиц, на которых распространяется данный закон. Я уверен, что вот в ближайшее время мы получим вот тот инструмент, который позволит реабилитированным получать по упрощенной, по отдельной процедуре гражданства Российской Федерации. Семья Шулаковых – одна из тех многочисленных семей полуострова, которая до сих пор не получила гражданство Российской Федерации. Мы в 2015 году приехали с мужем с Узбекистана на 3 месяца. Он после инсульта, думаю, как ему климат подойдет или нет. И приехали. Дети остались в Узбекистане с родителями. Потом, после того, как мы чуть дом достроили и поехали опять в Узбекистан за детьми, нам надо было, оказывается, прожить там 90 дней, но мы там прожили только 40 дней. Потом мы выписались с Узбекистана, приехали сюда. Но нас не прописывают, то, что мы нарушили закон. Лиля Ханым говорит, что все они мечтали переехать в Крым на протяжении многих лет. Мечта осуществилась, но возникли определенные трудности из-за отсутствия прописки, получения контейнера, трудоустройства, бесплатное медицинское обследование, подготовка детей в школу. Во многом им помог Госкомнадс. Сейчас они вынуждены жить на пенсии родителей. У нас тоже родители остались в Узбекистане. Они очень хотят переехать в Крым. Но я надеюсь, что по новым поправкам они могут вернуться в Крым и получить гражданство. Шулаковы надеются, что в ближайшее время стадия согласования законопроекта пройдет успешно, и для их семьи откроются новые возможности – получение пенсии, улучшение жилищных условий, высшее образование для детей. Для каждого важно, чтобы путь домой в Крым был легким, без препятствий. Диляра Шевкетова, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет». Сотрудники пограничного управления Федеральной службы безопасности России на границе с Крымом задержали 2 уголовников. Как уточнили в пресс-службе погрануправления, одного преступника обнаружили во время проверки документов в пункте пропуска Джанкой, а другое задержание произошло на пункте пропуска Армянск. В настоящее время в отношении нарушителей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде до рассмотрения уголовных дел в судебном порядке. 36-летнего мужчину подозревают в совершении уголовно наказуемого деяния, квалифицирующегося по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Другое задержание произошло в многостороннем автомобильном пункте пропуска Джанкой. При проверке документов россиянина 1984 года рождения сотруднику пограничного контроля стало известно, что 32-летним мужчиной интересуются сотрудники уголовного розыска из города Джанкой.
Чрезвычайное положение в энергетике, вступившее в силу на Украине 17 февраля сроком на 1 месяц, из-за блокады поставок угля из Донбасса могут продлить до конца года. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион. Ранее генеральный директор Запорожстали Ростислав Шурма заявил, что если блокада торговли с Донбассом не прекратится, уже в ближайшие 2-3 недели на Украине по цепочке рухнут практически вся энергетика и тяжелая промышленность. В результате, сказал директор предприятия, у Украины останется 2 варианта: ждать 3 месяца, когда прибудет уголь из Южной Африки, или везти его из России. В Евпатории на стадионе «Арена» прошел очередной матч крымско-татарской футбольной команды «Кызылташ» против футбольного клуба «Евпатория». Это заключительная игра открытого зимнего кубка. «Кызылташ» не входит в состав премьер-лиги и принимает участие как команда-любитель. С каким счетом завершился матч, знает наш корреспондент Мухаммед Зикиряев. Ялтинский «Кызылташ» в этот раз уступил футбольному клубу «Евпатория». На 5-й минуте первого тайма «Евпатория» забила 1 гол в ворота своих соперников. Напомним, что команда «Кызылташ» существует всего 1-й сезон и играет в любительском чемпионате Крыма. Тренер команды «Кызылташ» Февзей Бубикиров отметил, что в этом поединке его команде не хватило мастерства, но он уверен, что в будущем его команда достигнет больших успехов. Очень тяжело говорить, когда практически без мяча играешь, да? Первый тайм, второй тайм, в основном обороняешься, моментов очень мало создали. Говорю, что мастерства не хватает, ну и желания. То есть, если не хватает немножко мастерства, значит, желанием должны где-то что-то создавать моменты, реализовывать их. Альберт Куршутов, президент футбольного клуба «Кызылташ», рассказывает, очень рад, что его команде все-таки удалось принять участие в этом кубке. Признается, поражения делают команду лишь сильнее. Однако сейчас стоит задуматься над изменениями тактики игры. Я считаю, что в принципе мы с основными задачами справились. Мы отсмотрели огромное количество игроков, которых планируем заявить в наш клуб для участия во второй части чемпионата. Мы попытались откорректировать определенную стратегию, тактику игр. Попробовали разные тактические варианты. Смогли найти слабые стороны, выявить их. Теперь в ходе тренировок будем их устранять и уже, я думаю, что планомерно войдем сначала в кубок имени Юрковского, а потом уже во второй круг чемпионата Крыма. Назим Аюпов, игрок футбольного клуба «Евпатория», футболом занимается на протяжении 10 лет. Он отметил, что команда «Кызылташ» имеет огромный потенциал, но стоит больше времени уделять тренировкам. Хорошая команда. В принципе, стадии становления. И я думаю, к чемпионату уже, хорошая команда соберется и будет все хорошо. Думаю, пожелаю им удачи, чтобы они вышли все-таки в 8 и все было хорошо у них. Следующий круг чемпионата пройдет уже этой весной. Наставники команд уверены, время на тренировки еще есть. Все усилия необходимо направить на то, чтобы команды вошли в состав сборной Крыма. Мухаммед Зикиряев, Энвер Аблязиз, телеканал Миллет. 3 марта юристы Госкомнадзора проведут юридическую консультацию в Судаке в администрации города по адресу улица Ленина, 85А. Телефон для справок 387 80. А это были все новости на сегодня. В студии для вас работал Асан Абиблаев. Не переключайте телеканал Миллет. До новых встреч в эфире.